Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, и сегодня я по приглашению Афанасия приехал сюда, в эти чудесные, красивейшие места. Афанасий, представься, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, куда мы приехали, куда мы едем и что мы будем ловить. Так, мы приехали в Усмайский улус, это получается, правая сторона у нас Усмайский улус, а левая Тампонский улус. Вот граница идет по реке Тыры. У нас вот отсюда вот полпути проехали мы уже. В 30 километрах находится наша база. Тоже на границе Усмайского и Тампонского, Аймеконского улусов. На границе 3 улусов находится. Да. Самый центр. Едем туда. Река у нас после дождей большая, вода прибыла, идет черная вода. Думаю, конечно, пока на реке не получится, наверное, порыбачить. Поедем на озера. Отсюда погода пока вроде нормальная. В принципе, поднимаемся. Ну, осталось немного тут доехать. Так, а объект ловли какая рыба? Объект ловли тут на реке только пока идет только хариус. Он поднимается вверх до верху. А в озерах есть арктический голец и хариус. И другая рыба, Это, да, и другая рыба. Это наверху как бы. Отсюда, по идее, и недалеко Хабарский край. И начинается река Юдома, верховье реки Юдома. Не доезжая до Юдома, очень много озер. Это в планах как бы на будущее есть тоже, как бы здесь организовывать туры. Сейчас пока пробные туры сделаем, посмотрим, съездим, что да как. А так все рядом как бы. И рыба есть, и это и техника тут, и все, и база, все готово здесь как бы. Да. Угодья, собственно, угодья мы арендовали на 49 лет, заключили охотхозяйственное соглашение. Основная деятельность у нас организация туров, охот туров. Занимаемся организацией туров на охоту на якутского снежного барана у нас на угодьях и на территории Хабаровского края на границе занимаемся организацией охоты на охотского снежного барана. Это второй подвид барана. Тут, в принципе, можно приехать и добыть сразу 2 баранов. Также есть у нас тут лоси, олени, медведи, сопутствующие как бы звери. Да, можно добыть. И рыбалка, конечно. Сейчас рыбалку будем изучать и в будущем хотим запустить вообще этот проект. Отлично. Большой проект. Вот и территория очень большая. 600 тысяч га почти получается. 1000 га. И здесь места труднодоступные. Озера, есть места, где даже человек не рыбачил даже. Вот такие. Отлично. Да. Ну хорошо, пожелаем вам удачи. А сейчас, друзья, мы едем на базу, отдыхаем, я так полагаю, и завтра уже выдвигаемся. Но на нашем втором канале уже вышел фильм с путешествия с Афанасием, как мы сюда добирались, что здесь увидели. В общем, переходите на лайв-канал Клевая Рыбалка Лайв, подписывайтесь. И там будут еще другие ролики с базы и с нашего здесь путешествия. Огромное спасибо Афанасию за то, что пригласил нас сюда. И думаем, мы вам покажем хороший фильм. Ставим лайки, наливаем чаек и погнали. Так, ну вот вы на базе. Это называется база, верхняя база Куты. Это Кута, это название как бы нашей речки и нашей компании. Есть тут знаменитая река. Издревле ревены считали родиной рогачей. Именно родины больших вот, горных баранов, снежных баранов. Там есть как бы постоянно издревле были. И вот серьезное место назвали Кута. Ну, мы тоже вот свою компанию назвали и вот базу назвали место Кута. Так, ну мы здесь начали стройку в 2022 году. Это получается у нас тут 3-й год. Ну, полностью завершили, построили 8 домов. Тут дома жилые, бани, столовые, все, хозяйственные постройки. И в этом году уже все, уже отсюда сворачиваемся. Дальше идем строить другую базу. Все, полностью пилораму, технику, все перевозим. Тут полностью все готово уже. Для проживания комфортно до 10 человек для гостей. Тут у нас все, вот дома все готовы. Ну, все условия созданы как бы. Тут есть интернет, свет, все есть полностью. Все готово. Для пережидания погоды, для отдыха. Логистика сложная. И по как бы компенсируем хорошим как бы проживанием, условиями и так далее. Человек как бы приходит, переезжает, допустим, да, тут, после дальней дороги, после баньки, в комфортных домах, постельное белье. Ну, человек отдыхает как бы здесь. Вышел, тут горы, красота, речка журчит, шумит. Туда, ну, как бы своеобразно здесь как бы. Так. Сезонность туристов там поехали.
Ну, мы здесь как бы сейчас, пока в данное время занимаемся охотой на снежного барана. И у нас получается охота разрешается с 1 августа. С 1 августа по 15 октября мы проводим туры на снежного барана. Так, на будущее мы планируем сейчас еще в июне, в июле запустить рыбалку здесь. До этой базы доезжаем и оттуда уже вот на Горные озера. Тут у нас техники хватает. Тут у нас вообще 20 единиц техники, всякой разной. Если дождь, вода большая на аэролодке. Если небольшая, то на Урале можно проехать. Если небольшая, то уже квадроцикл Сокол. Сокол, пикап, они спокойно доедут, увезут, перевезут. И отсюда, здесь Хабаровский край тоже рядом. Можно спокойно организовать туры на большую речку вот, Юдома. Верховье реки Аулия, Юдома. Там тоже озер хватает. И рыба всякая разная есть, как бы. Ну, как говорят. Скоро пробьем дорогу, наверное. Ну, дорога есть, как бы, просто надо съездить, разведать, посмотреть. Если будет посмотреть по логистике, сколько дней занимает это все. Стоит, не стоит. Тоже съездим, посмотрим, проверим, разведаем. Будет известно. А так, в принципе, тут только пока на Горные озера можно. В озерах есть Арктический голец, Мальма. Там два вида. Светлый, большой, там тоже есть. И хариус поднимается, хороший хариус поднимается. Черный, ломовые хариус. Вот тут тоже за горой с той стороны тоже есть маленькое озеро. То в летнее время там заходит большой хариус, говорят. Вот, дорогие друзья, добрались до озера. Сейчас вот начинаю раскладываться быстренько. Собираемся и первые забросы, потому что там, смотрю, он уже ребят начали кидать, уже первые поклевки есть. Вот. Скорее хочется уже ощутить после долгой зимы поклевку в руку. Вот. И половить первых, так скажем, окуней. Сегодня рыбачить буду спиннингом спрут тревеловский, вот такой вот небольшой, 4-составной, очень удобно, компактный. Катушка у меня также будет спрутовская. Будем пробовать сразу на вертушку, потому что я смотрю, ребята вертушки поставили. Скорее всего, наверное, окунь хорошо берет на вертушке. Но тут также говорят, есть и ленок. Если нам повезет, то мы даже прям ленка поймаем. Можно будет засолить его вечером. Будет вообще, думаю, прикольно. В общем, добрались мы до загадочного озера. И, друзья, сейчас главное начать рыбачить. Ну, ехали мы сюда, друзья. Я засекал скорость. Средняя скорость была около 45 километров. 45, 48, вот так вот. Вот, доехали мы до озера Белях. Ехали мы 2 часа с базы, что считаю не очень долго. Техника не подводит, идет хорошо, как по меликам, так и по грязной воде с множеством различных деревянных, ну, вот этих топляка и так далее. В общем, пока все хорошо, друзья. Отзыв о технике, конечно, я скажу позже, в конце роликов. Поэтому сейчас пока приступаем к рыбалочке нашей традиционной, как мы ее любим показывать. Уха? Будет уха. Что, показать? Что же, рыба? Рыбный день начинается. Меню только рыба. О. Ничего себе экземпляр. Ага. Ай. О! Кусается. Хочет укусить. Сейчас мы его. Оп. Оп. Да ну килограмм. Килограмм 200. Раз. 20 показывает. Сейчас. Вот поставлю. Ну да, килограмм 19. Килограмм 19. 190 грамм. Вот, красота. Красота. Килограмм
Тут 100 грамм. Тут только, Вот этот, да? Да. Килограмм, 100 грамм, да? ленок, да? А? Тут только ленок. Да, тут только ленок. Эй, Сейчас сделаем первый заброс сразу около озера. Мышку закинем, посмотрим. Не знаю, может окунь на мышку позарится, если будет. Так, друзья, сейчас поставил резину белую. Посмотрим. Оба, что-то есть. Есть кто-то. Окунь, за ним еще один. Есть. Есть окушок. Да, первый заброс, резину кинул. Белую. И сразу окунь. Так, друзья, давайте сейчас его посадим в садок. Пусть до вечера в садке сидит, потом посмотрим, что будем делать. Что-то есть. Окунь. Вот такие вот окушочки. Грамм 400 может. Сейчас попробуем поставить покрупнее джигу, чтобы погружалось быстрее. Резина. Джиг головка и резина. Зеленого цвета. С красным хвостиком. Ну вот такие вот окушочки, друзья. Ловятся тут. Так, Андрей сейчас будет показывать метод ловли налима, да? Местный. Да. Как местные рыбаки ловят налима. По снастям спросим, какие снасти используются. О, крючки здоровые, да. Где-то 3.0, наверное, 4.0. Хотя даже 3.0, наверное. Обычно он любит это. Но у коня спереди он заглатывает. Ага. Поэтому яйца крепишь с головы. Ага. А окунь он любит с головы. Ой. Не с хвоста заглатывает, а с головы. Ага. Вот это потому что эти колючки. Ну. А это он. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Угу. Сейчас запах пойдет по берегу. А, то есть он на запах приходит, да? Да.
Так, это у тебя веревка, там камень, да? Да, Ничего сложного, в общем. вообще просто. И на сколько метров закидываешь? А недалеко. Насколько хватит. Лишь бы веревка не Ну, веревка как будто старовата немножко, да? Ну ничего. хватает, но должна выдержать. 2 налима выдержит. Небольшие налево. С меня рост. Оба! И все? Не хватит. Тогда будет через сколько? Даже поближе чуть-чуть. Тут резко уходит. Через 20 минут будет тут у нас. Так быстро? Да. Ну вот, дорогие друзья, сейчас вот приехали на базу на озере. Такое красивейшее место. Афанасий, расскажи, пожалуйста, маленько, где мы сейчас находимся, куда приехали. Так, мы сейчас приехали в озеро Белях. Так, в переводе на русский называется озеро Тайменное. Тампонский улус, Якутия. Очень красивое место. Вон там горы со снегом. Здесь вот скалы. Комаров что-то совсем мало. Для купалки самое то место. Рыбы, говорят, тут 10 видов рыб накидали примерно. Основная рыба это окунь, малин, хариус, ног, сигвалек. Ну, примерно вот так вот. Мгм. Пробуем сейчас рыбачить. Первые заброски. Первые заброски, да. Ребята поймали уже. А я что-то пробую пока. Хочу бойца поймать. Да, я сейчас сразу, пока мы как только подъехали, сразу решил забросить фидер. Вчера мы с Марией накопали червей. И у меня есть еще караеды. Вот. Поставлю бутербродик, червь, караед. Там у меня есть кукуруза. Если что, будем пробовать и на сало. Но, как сказали нам, что здесь есть огромные налимы. Возможно, будем ставить и на живца. Но сейчас в данный момент хочу прям вот проверить, сделать бутербродик, забросить фидер и пойти чай пить, пока фидер пусть стоит. Она тут, походу, себя в лебеде валялась. Как это он ее снял так за ручку аккуратно. Хороший медведь. Ну, аккуратный. Аккуратный. И ни одной кашки нет. Сейчас я опускаю камеру, друзья. Вот подъехали мы на середину озера. Андрей нас привез на самое свое уловистое место. Здесь, короче, преобладают вот такие вот водоросли. Посмотрите. Да уже все, мы прошли. Какое дно здесь. Не, смотри, видишь, илистые. Нет. Водоросли большие, по 4-5 метров. Лес. Мы, короче, прошли их, но тут глубина небольшая, я смотрю. Афанасий он там уже поймал кого-то. Назад ехать. Мы уже навели. Надо на глубину. Давай я пока выключу камеру тогда. Я думал, мы посмотрим глубину. Вообще на глубине будем камерой пользоваться. Сейчас Вот он, фиг, видишь? Вот он стоит. Вот стоит, он, да? Сижок, да, был? Проходит, да. Афанасий ловит там небольших окушков. Давай вот сюда. Что-то у нас якорь не держит. Не, а надо якорь к камню привязывать. Два. Надо два кидать. Надо, короче, камень. Да, мне кажется, надо камень и якорь вместе надо привязывать. Афанасий окуней дубасит, а у нас прям этот, ну как его, елец сейчас приплывал за блесной. Ну, прям елец за блесной, ничего себе, думаю. О, смотри, заброс и поклевка окуня сразу.
О. Вдвоем есть? Здесь с берега даже можно, да, ходить. О! Видишь, вот каждый заброс поклевка окуня. А также тут ельчики присутствуют, оказывается, и лицы есть. Да, наверное, сик есть, да, всякая разная рыба есть. Вот. Сейчас опять заброшу, опять будет окунь. Вот я делаю заброс. И вот такая проводка небольшая. Просто равномерная проводка, без игры, без ничего, на вертушку. Ну да, посолим, покоптим. И вот я чувствую уже пынк-пынк-пынк. Опа, есть. О, о. Стандартный окунь такой. Сегодня чувствую, будем уху из окуня. Посолим окуней вечером, да? А у нас фольга есть, да, еще? Ну, можно в гриле, как угодно, короче. Заброс. Проводка равномерно. Ну давай. Пока лидер Андрей. С килограммовым. Есть. Ну такой, знаешь, уже чуть как будто крупнее, что ли, становится. Укрупняемся потихоньку. Заброс опять очередной. Ага. Сейчас очередная поклевочка будет. Есть. Так, у нас, друзья, спрутовская блесенка. Причем вот у меня уже тут кто-то идет. То есть в падении прям хватает. Просто один за одним, друзья. Ну там ночью налим в основном клюет, говорит. Смотри-ка вон, я забросил сейчас и сразу поклевка будет. Вот кончик смотрим. Равномерная проводочка. Закончились окуня, что ли? Всех переловили. О, корму парой. Ну, бала побахтарга. Горная пятерка здесь. Могу поймать гольца. Фига и налим. Им притонуть маленько и погнали. Есть. О, есть. О, Есть. чего пас? Есть. Какой? Елец. Вот, все. Или это чубак? Чубак или чубак? Ух ты, классные чубаки. Смотри, вот так ловить чубаков. Вообще тема. А чем будешь? Маленькая это есть. Ну, Как удочка. ага. Вот это. Ой, Хочет. вот. Давай половим пока чубаку. Давай. Оп. Оба, все, давай. Держи. А сразу ловит, ага, прям.
Ай, елки. Да что ты. Вот это здорово. Вот это вот здорово сейчас возьмем. Но он что-то не А реагирует. он вообще не реагирует, прикинь. Да. Вот таких ловим. А там еще сиги. Опа. Чебачок, опа. Да, налим. 2-3 налима. Слушай, ну вот прям на налим он будет прям отлично, да, Да. работать. Вон вообще. Налим прям. Мы нарезку сделаем, поставим на налим его. Пополам и накручу. Ну, вообще ночью половим налимов, да, еще? Будет вообще контент. Ночью налима половим. Есть. Ага. Ну, круто. Летчик соленый, вяленый вообще. Вообще будет чебачок, вообще обалденно. Ну. Все 3 крючка берет. Так у нас тоже, вон, смотри, все 3 крючка берет. Вообще такой первый вид чебака. Как на Колыме чебак. Нет, тут есть крупный. Вот такой вот. Одинарный. Есть. Взяли налима. На спиннинг. Устан кайын уголын устанда. Давай. Красный. Давай посмотрим. Ореха будет? Ага. Сейчас поднимем. Все, поднимай. Да. Так теперь ко мне. Вот, поднимай. Что, конечно. Есть такой маленький небольшой налимчик. Это небольшой же, да, Андрей? Да, это мелкий. Что, его можем отпускать, да, или что? Не, пожарим. Жарёк Ну давай возьмем на жареху. Да. Тем более я ему еще глаз пробил. Ну вот, среагировал вот на такую резиночку, конечно, ну, в приглядку, конечно, стучали, но ничего. Главное, что взяли. Ну вот, дорогие друзья, сегодня вот такой у нас прям улов. Вот здесь вот окуни, чебаки. Афанасий, ну что можешь прокомментировать по поводу нашей сегодняшней рыбалочки? Ну, сегодня приехали, попробовали порыбачить. Прямо с аэроводки. Сплавлялись. И Буквально ну, каждый бросок, считай, ловится Ну. окунь ну, среднего размера. без остановки. Пока крупного такого нету. У нас все Ага. впереди, как бы, Ну, первый день. Ну, наловили еще чебачков. Ну, интересная рыбалка. ну, средний вот такой вот окунь, вот, я не знаю, вот для средней полосы России даже, да, вот, ну, вот это считается прям ну, хороший. Нормально, Вот. хороший. Вот. А у нас это среднестатистический, так скажем. Ну, один вот килограммовый был же, да? Да, больше Был, килограмма. Да. Так что мы еще будем завтра искать. А так на озере от 2 и выше, говорят, даже есть. Даже 2600 ловили, 3 ловили. Да, Это ну это ловили. прям мечта. Да. Да. Ну, думаю, что завтра. Даже на рыбу поймали, да, сегодня? Сегодня, да, мы прям еще и на лима поймали. Прямо с лодки еще одного. Сейчас будем жарить его. И эти сюжеты, друзья, смотрите на лайв-канале. Там также есть с Афанасием очень много других сюжетов. Поэтому вот. Завтра какие у нас планы? Завтра что, пробуем на озере с правый берег тот. Ага. Там, где... Мы были сейчас с левой стороны. С левой стороны, да. Сейчас на правую сторону съездим. Тоже Хорошо. попробуем поймать трофейного окуня. Отлично. Самого Отлично. большого. Да. А Посмотрим. также
белорыбицу. Гольцов половим. Гольцов, И сиган. сигана надо поймать еще. Да. А мы сегодня так-то чебака поймали. На Налима, Окуня. окуня. Мгм. Ну вот, дорогие друзья, поэтому на этом мы сегодня заканчиваем наш долгий выпуск. Спасибо, что вы были с нами, спасибо, что смотрели. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем